Военно-патриотическое образование приобретает в последнее время все большую популярность. Дополнительные программы по этому направлению ведут и во всех учебных заведениях Ленского района. С подробностями Светлана Балеева. Самые крупные клубы в городе – «Витязь» и клубы 1 и 2 городских школ. Патриотический клуб «Витязь» был создан 5 лет назад настоятелем храма святителя Иннокентия отцом Анатолием. Инициатором создания клуба был я. 5 лет назад, даже больше 5 лет. Мы в прошлом году праздновали 5-летие этого клуба. И создавали его с нуля, начиная просто от идеи, от желания что-то сделать с детьми. Хорошее в плане воспитания, такое неформальное. И заканчивая тем, что я считаю, что клуб сейчас состоялся. В клубе ребята изучают историю российского государства и Русской Православной Церкви, основ первой медицинской помощи, вязание узлов, рукопашный бой. Знакомятся дети с элементами военно-прикладных дисциплин. Это сборка-разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова. Изучают ребята казачий быт и народные танцы. Еще одним искусством, которому пытаются научиться Витязи, является фланкировка. Это умение виртуозно владеть шашкой или двумя. Лучше всех это получается демонстрировать у девочек. Особенно ярко это смотрится в паре. Выбрала этот вид спорта, поскольку я многими ими занимаюсь, и мне стало как-то интересно обучение фланкировки в полной форме. Леонид Петрович показал некоторые элементы, которые мы не изучали. Также мы брали все это дело с интернета, чтобы как-то обучаться, сравниваться с другими клубами и выходить как-то на новый уровень. Сегодня, как рассказывает отец Анатолий, очень сложно развивать клуб дальше. У Витязей нет постоянного помещения для занятий, нет финансовой поддержки. Существовать приходится за счет собственных средств. Существуют и развиваются своими силами все остальные клубы. Несмотря на отсутствие поддержки, патриотическое воспитание в Ленском районе набирает все большую популярность. Клуб «Виктория» тоже успешно обучает детей военно-прикладным дисциплинам. Занимаемся в основном военно-прикладными видами спорта. Участвуем во всех мероприятиях, которые проводятся. Сегодня численность клуба составляет 16 человек. Основными видами деятельности являются разборка и сборка оружия, занятия по химической защите, проводятся занятия по стрельбе из винтовки, строевой подготовки. Я начал себя подготавливать к будущему. Я знал, что я после института пойду в армию, и я готовлюсь к этому. И здесь как раз меня подготавливают к этому. Собираются участники клуба 3 раза в неделю и занимаются по 2 часа. Каждый день у ребят идут усложненные занятия, ведь впереди несколько районных мероприятий, на которых, глядя на подготовку, без сомнения каждый выступит достойно. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.